Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан призвал Афганистан к рациональному использованию водных ресурсов. Опубликовано расписание поста в Рамадан по Туркменистану. Многодетным матерям Туркменистана присвоено почетное звание Энемяхри и другие новости. В Министерстве иностранных дел Туркменистана прошла встреча с делегацией Афганистана. На переговорах затрагивался вопрос регионального взаимодействия в водохозяйственной сфере. В частности, туркменская сторона привлекла внимание афганской делегации к трем важным вопросам: необходимости научно обоснованного и выверенного подхода забора воды из трансграничных рек, обеспечению строящихся гидротехнических сооружений на трансграничных реках высококвалифицированными кадрами и безусловному соблюдению интересов всех государств, расположенных вдоль трансграничных рек на основе международного права. Согласно информации муфтията Туркменистана, священный для мусульман месяц Рамадан в 2024 году начнется на рассвете 11 марта и продлится до ночи 9 апреля. Праздник Ораза-Байрамы, знаменующий окончание поста, будет отмечаться с рассветом 10 апреля. Благословенную ночь Кадыр-Гечеси, символизирующую духовную чистоту и добродетель, мусульмане встретят в ночь с 5 на 6 апреля. Расписание времени сухура и ифтара в период поста Рамадан для жителей Туркменистана доступно на сайте Туркменпортал. 266 матерям Туркменистана присвоено почетное звание Энемяхри. Соответствующий указ подписал президент Сердар Бердымухамедов на состоявшемся 7 марта заседании Кабинета министров. Почетное звание Энемяхри учреждено в 2008 году. Оно присваивается матерям, родившим и воспитавшим 8 и более детей. 17-19 марта в Туркменистане пройдут масштабные мероприятия, приуроченные к 16-летию образования Союза промышленников и предпринимателей страны. В соответствии с постановлением президента Туркменистана от 20 декабря 2023 года ведется подготовка к проведению выставки и конференции на высоком уровне. На выставке более 200 членов СППТ, специализирующихся в различных отраслях, представят свою продукцию и достижения за 16 лет работы. В Туркменистане ведется масштабная подготовка к торжественным мероприятиям по случаю национального праздника весны, Международного дня Новруз. Основные праздничные торжества по Ахалскому вилаяту и городу Ашхабад состоятся 21 марта в местечке Новруз-Яйласы в Этрапе Акбугдай. Ряд акционерных обществ в Туркменистане передадут в ведение созданного в феврале этого года государственного объединения пищевой промышленности для улучшения снабжения населения качественной продовольственной продукцией. На базе обозначенных АО планируется создать заводы по выпуску молочной продукции и масла. Адам Сэндлер возглавил список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда в 2023 году. Его доход за год составил $73 миллиона. Второе место в рейтинге заняла Марго Робби, заработавшая $59 миллионов. Значительную часть этой суммы она получила за роли в фильмах «Барби», «Город астероидов» и «Солтберн». Тройку лидеров замкнул Том Круз с годовым доходом в $45 миллионов. 35 из них он получил за съемки в 7-й части шпионского боевика «Миссия невыполнима. Смертельная расплата». Футболисты Аркадага обыграли ашхабадский Алты-Насыр со счетом 3-0 в домашнем матче второго тура высшей лиги Туркменистана. Аркадаг одержал первую победу в новом сезоне и довел свою серию в национальном чемпионате до 25 матчей. В других матчах тура Шагадам уступил Небичи в Балканабадском дерби со счетом 1-2. Ашхабад на выезде одержал уверенную победу над Энергетиком, а Мерв в Байрам-Али уступил минимально – Ахалу 0-1. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете познакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.